Всем привет! С вами Вувн. В этом году у нашего института юбилей – 10 лет, поэтому мы решили сделать особенный выпуск и полностью посвятить его декаде Института гуманитарных наук, которая прошла с 9 по 21 апреля. В течение 10 дней для всех желающих организаторы проводили конференции, литературные чтения, интеллектуальные игры и многое другое. Хотите знать больше? Тогда мы начинаем. Открыла декаду межрегиональная научно-практическая молодежная конференция «Российская политика в 21 веке. Внутренние и внешние вызовы». В этом году она была посвящена памяти доктора философских наук профессора Игоря Гончарова. Я сюда пришла ради того, чтобы выйти, представить свой проект. И я уверена в его качестве, и я уверена в его правильности. То есть мне не о чем волноваться, в принципе. «Российская политика» — традиционная конференция кафедры философии и социально-политических наук. В университете она проходит с 2005 года. По словам организаторов, подобные мероприятия проводятся в первую очередь для студентов. На них они учатся публично представлять свои доклады и отвечать на поставленные вопросы. Научные конференции традиционно проводятся для апробации научных результатов студенческих работ, где студенты могут продемонстрировать какие-то свои научные достижения, сделать какие-то ключевые выводы, услышать критику своих исследований, и поделиться опытом. Принять участие в конференции смогли обучающиеся разных университетов. Помимо представителей СГУ с докладами выступили студенты из Кирова и Ухты. Конференция нам понравилась, было все очень интересно. Темы докладов других участников были занятные, заставляли задуматься. И все было неплохо. Росполития завершилась награждением призеров и победителей. Авторы лучших докладов получили памятные призы в виде книг и блокнотов. Екатерина Черных, Александр Почкин специально для Вувна. Продолжил декаду «Тотальный диктант». Общественный проект, цель которого – привлечь внимание людей к русскому языку, культуре и словесности. Просветительская акция прошла 10 апреля в 8 корпусе Сыктывкарского университета. Участником ежегодного события мог стать любой желающий, независимо от возраста, пола и образования. В этом году проверить свои знания в области родного языка пришли около 50 человек. Просто интересно, я хотела поучаствовать. Идею предложил мой учитель по русскому языку, и решила, почему бы и нет. Впервые тотальный диктант провели в Новосибирске в начале 2000-х. Сыктывкар присоединился к проекту 9 лет назад. В этом году формат мероприятия изменился. Текст диктанта, который обычно разбит на части по часовым поясам, сегодня представили в виде короткометражного фильма. Сделали это для того, чтобы участники правильно поняли содержание всего произведения. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. В этот раз его подготовил автор серии популярных постапокалиптических романов «Метро» Дмитрий Глуховский. Текст сегодняшнего тотального диктанта был особенно национальный. Когда читала текст, наверное, думала не о том, как правильно писать слово или где поставить запятую, а переживала вместе с автором, наверное, те события. Не могу сказать, как я его написала. Может быть, мое эмоциональное восприятие не совпадает с восприятием автора. Тогда, наверное, много наделала ошибок. По итогам тотального диктанта все участники получили небольшие сувениры. Результаты задания и полный разбор текста можно найти на официальном сайте акции. Ларена Целинская, Виктория Канева, специально для Вувна. Третий день декады ЕГН прошел под девизом «Нет дресс-коду». Прийти сегодня можно было в чем угодно, от домашних тапочек до балетной пачки. В пределах разумного, конечно. Студенты и преподаватели не упустили такой возможности и нарядились в самые разные костюмы. Я сегодня пришла в кигуроми единорога. В костюме доктора Стрэнджа. В костюме мышки. Это костюм в стиле зум, а выше пояса это костюм, поддерживающий акцию. Сидя за столом, я ее поддерживаю, встав, наполовину. Я целиком, у меня костюм мама пятилетнего сына, гулянка, велосипед и все всевозможные активности с маленьким ребенком на улице. По словам организаторов, идея прийти в подобной одежде появилась не просто так. День без дресс-кода приурочен ко Всемирному дню пижамы на работе. Цель праздника – ослабить напряжение, которое вызывает постоянное следование дресс-коду на рабочем месте. Это забавно, и было бы круто сделать это ежегодной традицией, просто потому что это круто приходить в пижамках. Завершился День свободы от дресс-кода показом фильма от киноклуба «Контраст». Для просмотра выбрали символичную картину «Большой Лебовский». Валерия Голубева, Полина Холодова специально для Вувна.
Четвертый день декады ознаменовал весенний кубок интеллектуальной игры «Что, где, когда». В битве столкнулись 8 команд из разных институтов. Одна из них играла вне зачета, так как состояла из выпускников. Вопросы очень нравятся, они интересные. То есть, мы как-то вовлеклись прямо в игру с командой, так что в плане вопросов все супер. Игра проходила в 3 тура, в каждом по 12 вопросов. Все они рассчитаны на логику и знания литературы. По словам организаторов, такой выбор темы поможет ребятам из других институтов прочувствовать дух ИГН. Супер странные вопросы, на самом деле. Мы сидим, все думаем, не знаем, как ответить, предлагаем самые безумные варианты, но в целом занимательно. По итогам игры на первое место претендовали 2 команды с одинаковым количеством баллов. В таком случае судьи устраивают так называемую перестрелку. Участникам задаются дополнительные вопросы до первого верного ответа. В результате дополнительного раунда победителем весеннего кубка «Что, где, когда» стала команда ОПГ «Толстые колобки» и компания. Мы пришли приятно провести время, повеселиться, а по итогу еще и победили. Это двойной куш. Следующий чемпионат игры «Что, где, когда» планируется осенью. Влада Роман, Злата Курашова специально для Бубна. Пятый день декады уделили открытой дискуссии. Тема – образование, передача информации или формирование личности. Эта тема выбрана тем, что я в последнее время много думаю над этим, и мне кажется, что разговор об этом очень важен, особенно вот после дистанционного так сказать, образования или дистанционного обучения возникла необходимость это обсудить. Открытые дискуссии в нашем институте проходят ежегодно вот уже много лет. По словам организаторов, это площадка, где студенты и преподаватели могут высказать свою точку зрения на определенные явления общества или культуры. В этот раз поговорили о становлении личности, роли школы и о том, как этимология слова «образование» связана со знаниями. Дискуссия прошла, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, я не чувствую, что я удовлетворена. Я поговорила еще. Я сказала не все, что я хотела сказать. Валерия Голубева, Полина Холодова специально для Вуги. Продолжили декаду литературное чтение. Темой вечера стало творчество поэта-акмеиста Николая Гумилева. В этом году отмечается 130-летие со дня его рождения. На встрече организаторы рассказали о жизни автора, поделились интересными фактами из его биографии. Затем все желающие прочли стихотворение Николая Гумилева, которое он написал в разные периоды жизни. Не по залам и по салонам, в темных платьях и пиджакам, я читаю стихи драконам, водопадам и облакам. Я сюда пришла посмотреть на то, как читают другие, и решила поучаствовать вместе с ними. По традиции на литературных чтениях выступили преподаватели Института гуманитарных наук. По их словам, это интересно как с профессиональной точки зрения, так и с человеческой. Для того, чтобы мы знали, помнили наших поэтов-писателей, чтобы мы поддерживали филологическую культуру, культуру гуманитариев, культуру людей, стремящихся расширять свои знания, укреплять свои знания. Всего на поэтической встрече прозвучало более 10 стихотворений Николая Гумилева. Информацию о следующих чтениях можно найти в группе Института гуманитарных наук во ВКонтакте. Мария Торопова, Наталья Султанбей специально для Вовна. Первая неделя декады Института гуманитарных наук завершилась традиционной конференцией «Слово и текст». Для студентов подобное мероприятие не только повод рассказать об успехах в научной деятельности, но также возможность подготовиться к защите курсовых и дипломных работ. Нам нужно видеть, как растут наши студенты, как они умеют вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. Это апробация студентов, ведь мы со студентами работаем в течение всего года, и конференция – это один из таких показателей того, как студент готов представлять свою точку зрения, свои разыскания. Впервые конференция «Слово и текст» прошла более 10 лет назад. Организовал ее филологический факультет СГУ. Однако после образования Института гуманитарных наук конференцию стали проводить для всех направлений. Теперь ежегодно студенты разных специальностей рассказывают об изучении особенностей развития слова и текста в культурных и политических контекстах.
Я решила поучаствовать в конференции, потому что это дает определенные бонусы при поступлении в магистратуру. В этом году конференция прошла в статусе международной. Участница из Беларуси представила стендовый доклад в области жаргонной лексики. Также в «Слово и текст» приняли участие 15 иногородних исследователей. Это студенты из Москвы, Кирова, Ижевска и других городов России. Однако большую часть конференции составили студенты нашего университета. Я решила поучаствовать в конференции, потому что мне это показалось довольно-таки интересной затеей. Во-первых, попробовать свои силы в качестве докладчика, проанализировать тоже свою тему, потому что по этой теме, по которой у меня был доклад, я пишу курсовую работу, поэтому было интересно углубиться в нее. На конференции работало 8 секций. Спектр научных направлений от изучения в области русского языка, уралистики, древнерусской и новой литературы до проблем изучения медиасферы, пиара и политических дискурсов. Всего исследователи представили более 80 докладов, в том числе 24 стендовых. Я рассматривал образ детства в творчестве группы «Дайте танк». Ну а в курсовой я вообще рассматривал образ времени в творчестве этой группы. Моя тема мне стала интересна впервые за 3 года обучения в вузе. И поэтому мне стало интересно рассматривать и написать статью или, по крайней мере, что-нибудь научное исследование по поводу моей темы. «Слово и текст» завершилось подведением итогов каждой секции. Педагоги разобрали работы студентов, рассказали, на что обратить внимание в дальнейшей научной деятельности и пожелали успехов. Также уже сейчас доступен сборник научных тезисов конференции этого года. Ознакомиться с ним можно на сайте СГУ. Мария Торопова, Александр Кочкин, специально для Вувна. Вторая неделя декады ЕГЭ началась с мастер-класса по мобильной фотографии. Провела его руководитель учебного телецентра СГУ Вероника Липина. Присутствующие познакомились с композицией фотографии, ее приемами и правилами, а после попробовали применить полученные знания на практике и сделать пару снимков. Завершился мастер-класс совместным обсуждением полученных фотографий. Виктория Канева, Злата Курашова, специально для Вувна. На 9-й день декады в Институте гуманитарных наук прошла первая литературная мафия. Правила игры остались те же, а вот обычных персонажей заменили героями художественных произведений. Так, например, мафией был Раскольников, а врачом – Базаров. Большинство героев знакомы, но также попались и новые, о которых вообще слышу впервые. И появилась идея, возможности, желания все-таки про них прочитать подробнее. Мафия как раз сделала свое дело, Герасим сегодня не проснулся, к сожалению. Теперь в литературную мафию можно сыграть в любое время. Для этого достаточно взять карты в новом дизайне у студенческого совета. Влада Роман, Наталья Султанбей, специально для Вувна. И пока я не закрыла глаза, я хочу попросить тебя рассказать про одно хорошее средство. Завершающим этапом декады стал День Института гуманитарных наук. В этом году событие обрело новый формат. Обычно декаду закрывал праздничный концерт. Однако из-за ограничительных мер в этот раз вместо него прошел квартирник. Каждый желающий смог исполнить песню или сыграть на каком-нибудь музыкальном инструменте перед остальными. Каждый может выйти, сыграть что-то, что захочет, и при этом никакого осуждения не встретит, и кто-то может хорошо играть, кто-то может играть не так хорошо, только начинающий, и при этом его никто не осудит, примут и поддержат. Особое место на вечере музыки уделили импровизации. Сегодня каждый желающий может выбрать понравившийся инструмент от клавиш до барабанов. По задумке организаторов, участники будут подхватывать друг друга и в итоге сыграют вместе, словно оркестр. Лорена Целинская, Александр Кочкин, специально для Вувна. Вот и все. Наш выпуск и, конечно же, сама декада подошли к концу. Если вдруг вы не смогли посетить мероприятие, но вам очень понравилось, не переживайте. В следующем году декада пройдет снова. До встречи. Пока-пока.